крупнейший в Европе промтоварный рынок. Его площадь сопоставима с размерами небольшого города. Каждый день сюда приезжают более 300 тысяч покупателей. Здесь можно найти товары на любой вкус и кошелек. От именитых брендов до откровенных подделок и контрабанды из соседнего Приднестровья. Приходят товары на 7-й километр, приходят с разных стран мира в Одессу. Но они приходят как бы не в Украину, а с грузополучателям пишут Приднестровскую Молдавскую республику. Растаможка очень сладкая, так скажем, практически нулевая. Они туда приходят, а потом контрабандой вывозятся обратно на 7-й километр. Впрочем, руководство рынка относится к подобным заявлениям спокойно. Контрабанда считается тот товар, который задержан на границе. Все, что зашло на территорию уже, это не контрабанда. Это вопрос не надо, так вопрос к властям, которые на сегодняшний день допускают возможности проникновения такого товара. Сейчас дирекции не до контрабанды. Почти 5 лет в судах идет спор, кто же владелец промтоварного гиганта. В 2010 году часть рынка была отчуждена кипрской офшорной компании. По информации украинских СМИ, ее владелец Юрий Иванющенко, одна из ключевых фигур в так называемой семье беглого президента Виктора Януковича. После смены режима бывшие владельцы пытаются вернуть свои права. Они провели собрание учредителей и выбрали свое руководство. Как утверждают юристы 7-го километра, незаконно. Незаконность этих всех действий состоит и в нарушении процедуры созыва собрания, и в нарушении его проведения, и в отсутствии полномочий тех представителей, которые там голосовали. Но группа бывших соучредителей, которых подвинули во времена Януковича, настаивают на противоположном. Незаконными, по их мнению, были как раз события 6-летней давности, а сейчас все вернулось в правовое поле. Наконец-то за 5 лет восторжествовала справедливость. Те люди, которые с 2010 года зашли на рынок, уничтожая бизнес людей, уходят с рынка. Точку в хозяйственном споре суд поставить не спешит. Конфликт между старыми и новыми владельцами из залов заседаний перетекает прямо на рынок. Несколько раз предпринимались попытки силового захвата власти. Продавцы и предприниматели в ожидании, когда же закончатся волнения и можно будет спокойно торговать.